26 октября в Якутске в Общественной палате состоялся круглый стол. Тема обсуждения – межведомственное взаимодействие по проблемам семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. В работе круглого стола приняли участие депутаты Илтумен, уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха-Якутия, представители министерств, профильных учреждений и общественных организаций. В нашей республике большое внимание уделяется вопросам защиты семьи и профилактики социального сиротства. У нас в республике социальная политика направлена на работу по профилактике семейного неблагополучия, по профилактике социального сиротства. И основная цель наша, это, конечно же, чтобы дети жили в кровной семье. На учете, на сопровождении в наших учреждениях сегодня находится 2490 семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, в которых воспитывается 5729 детей. На круглом столе была освещена проводимая в республике работа по оказанию психиатрической и психолого-психотерапевтической помощи женщинам и детям. Проблеме психических расстройств у детей уделяется достаточно большое внимание. Тем не менее, необходимо усилить работу психиатрических служб по раннему выявлению и оказанию помощи нуждающимся в такой помощи. Что новое появилось в этом году в связи с введением нового порядка об оказании психиатрической помощи, это появилось 17 кабинетов медико-психологического консультирования. То есть это кабинеты, которые находятся в центральных районных больницах. Там медицинские психологи принимают, консультируют людей, скажем так, они еще не пациенты наши, и выставляют маршрут. То есть кому-то они могут сами помощь оказать, кого-то необходимо направить к психиатру, либо к психотерапевту, либо к медицинскому психологу психиатрической организации. В нашей республике наблюдается нехватка высококвалифицированных детских психиатров, и увеличение их числа, несомненно, положительно повлияет на работу с семьями, нуждающимися в психотерапевтической помощи. Я рада слышать, что дополнительно в Астахе еще будет служба психотерапевтической помощи. Когда мы родителям говорим, надо с ребенком сходить к психиатру, знаете, они как обижаются, они не идут. И как-то нам с вами вместе надо их находить и с ними ненавязчиво или как-то в каком-то новом уровне пообщаться. И детей с ментальными нарушениями у нас приходит где-то 25%, которые с поставленными диагнозами. И где-то 30 и более процентов это речевые нарушения. А завтра он заговорит, не заговорит, и о чем заговорит, мы тоже не знаем. Да? И также детей еще где-то 10-15%, наверное, тяжелыми множественными нарушениями развития. Еще одна проблема, обсуждаемая на круглом столе – тема абортов. В нашей республике в 2 раза выше количество абортов на 1000 человек, чем в среднем по Российской Федерации. Поэтому по данному вопросу также ведется работа. В настоящее время в республике работают 2 центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это на базе перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы и медицинского центра города Якутска. На круглом столе обсуждалась тема алкоголизации как основной причины социального сиротства. Я хочу сказать про алкоголизацию, потому что тут слышала, что и по нашей статистике 80% этих семей все-таки причина социального сиротства. Не знаю, как в других регионах, но у нас алкоголизация стоит. Практически такая же. Конечно, проблема многогранная, потому что это, конечно, больные семьи. Это больные семьи, это не отдельно мама больная, не отдельно у ребенка есть проблемы. И поэтому хорошо, что подключаются медицинские психологи, подключаются психологи, чтобы именно на оздоровление семьи. С семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, ведется работа по выведению их из кризиса. И в первую очередь уделяется внимание соблюдению прав детей. У нас тоже поступают такие обращения, когда у пьющей женщины отнимают ребенка, и мы в ручном режиме вмешиваемся в каждую такую ситуацию и стараемся сразу передать детей или родственникам, или временно социальное учреждение. Одно из мест, где оказывают помощь семьям с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию,
временный приют. Он работает в Якутске 4-й год. Эксперты межрегиональной общественной организации «Аистенок» из Екатеринбурга, Ассоциации Максора из Новосибирска и благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» из Москвы побывали во временном приюте, ознакомились с его работой и пообщались с постоялицами. Приют был организован Международным детским фондом «Дети Саха-Азия». Его деятельность ведется на средства грантов и благотворительную помощь неравнодушных горожан. Мне понравилось то, что приют, он встроен в систему общей помощи, комплексной помощи женщинам и семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, находится прямо рядом с офисом организации, что очень удобно для специалистов, которые сопровождают семью и в любой момент могут прийти на помощь возникающим конфликтам, возникающим там проблемам у женщин, которые находятся в стационаре временного проживания. Поддержка особой категории населения, детей, столкнувшихся с жизненными трудностями, актуальна всегда. Большой опыт работы в этом направлении имеет Ассоциация «Подросток». Дело в том, что вот вы находитесь на родине первого в Советском Союзе приюта для детей, ушедших из дома и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Именно мы в 90-м году сделали такой приют, и он существовал 3 года при Ассоциации «Подросток». Временный приют для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, созданный фондом «Дети Саха-Азия», единственный в республике, и его деятельность социально значима. Необходимо не только чтобы этот приют работал на средства гранта, потому что гранты имеют свойства временные рамки, соответственно, имеет начало и завершение проекта. Соответственно, это необходимо поставить так, чтобы приют был всегда и, соответственно, работал во благо тех практически женщин, которые практически некуда идти, да, то есть это где они получают психологическую поддержку, юридическую поддержку. Обсуждению работы временного приюта и необходимости его всесторонней поддержки было уделено особое внимание. Благодаря высокой заинтересованности экспертов и специалистов всех ведомств было принято решение по разработке предложений межведомственного взаимодействия. Мы собрались для того, чтобы выработать рекомендации для дальнейшего совершенствования деятельности в данном направлении. Мы понимаем, что помощь женщинам, которые оказываются в той или иной жизненной ситуации, необходима. Ее необходимо делать, осуществлять не только на территории города Якутска, она нужна по всей нашей необъятной республике. Поэтому мы надеемся, что после проведения такого конструктивного общения появятся новые проекты, новые возможности, в том числе с участием органов государственной власти, органов законодательной власти. И мы выработаем единое такое видение, да, этой проблемы для основной цели, для улучшения благополучия жизни населения у нас в республике. Эксперты межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» из Екатеринбурга поделились методами открытия кризисных центров и опытом работы с проживающими в них женщинами. Есть определенные особенности работы с такими клиентами кризисного отделения. Когда мы работаем с женщиной, либо с ребенком, да, то мы должны понимать, что мы имеем дело не с одним человеком, а мы имеем дело с его семьей и, собственно говоря, с его социальным окружением. И эта работа, которую мы проводим, она должна сочетать в себе и индивидуальное консультирование, и работа с детско-родительскими отношениями, и семейную терапию, на которой будет приглашаться и ее мужчина. Не всегда, но такие моменты бывают. Я думаю, что эта тема в наше время очень актуальна, так как женщина и ребенок являются самыми незащищенными и уязвимыми слоями населения. Очень важно правильно построить работу психологов с женщинами, попавшими в приют и нуждающимися в квалифицированной помощи. У нас в республике пока такого опыта недостаточно, и крайне важно получить знания у федеральных экспертов по работе кризисных центров.
Но что мне кажется здесь большой ценностью, что консультанты-психологи, которые являются медицинскими, я так понимаю, психологами в центрах в этот момент, должны быть, на мой взгляд, очень точно и правильно ценностно сориентированы. Все-таки мне важно, чтобы вот как-то звучала идея не того, что мы их уговариваем, а того, что мы им помогаем принять взвешенное решение. Это первое, что мы делаем. Потому что если мы уговариваем женщину, не готовую к родительству, забрать ребенка, мы создаем проблему на следующем шаге. Это риск инфантицида, извините, никому не надо, да? То есть детоубийство. И это риск оставить ребенка в опасности. То есть все-таки наша задача не уговорить, а помочь увидеть вместе с мамой и, собственно, маме самой увидеть, где ей могла бы быть нужна помощь. Большим подспорьем для межведомственного взаимодействия станет внедрение в нашей республике автоматизированной программы «Семья и дети». Мы на конкурсной основе, организовали работу по созданию на территории Республики Саха-Якутия автоматизированной программы «Семья и дети». Автоматизированная программа нам дает возможность при получении информации, в первую очередь, это из этой же программы полный паспорт семьи, начиная от ее жилищных условий, от источников дохода, по семье. Ну и самое главное, это, конечно же, индивидуальная программа реабилитации семьи, где как раз-то и показана вся межведомственная работа наших органов системы профилактики. Круглый стол был проведен с онлайн-трансляцией и подключением почти 70 специалистов из 20 районов республики. А в обучающем семинаре дистанционно приняли участие больше 30 специалистов из 13 районов. Проведенные мероприятия показали актуальность темы и необходимость всестороннего межведомственного взаимодействия по поддержке семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.